Всем привет, с вами Александр Бабков. И сегодня с автомобиль исключительно GDM, исключительно японский автомобиль, классический. Машины, которые таких больше уже не делают. Итак, встречайте, Nissan Gloria в кузове Y30 85 года. Итак, Nissan Gloria. Как вы знаете, все прекрасно, Nissan, Toyota – это конкурентные машины. В 1985 году появился вот этот автомобиль, собственно говоря, да, с 83-го, по-моему, даже вот этот кузов идет, Y30. Очень мало информации вы найдете вообще по какой-то технической части, каких-то интересных решениях. Знаю точно, что бывает очень много, просто масса комплектаций. И естественно, брат-близнец — это Nissan Cedric. Ну, по сути, как крест с чайзером. То же самое вы будете наблюдать и здесь. То есть Gloria и Cedric. Вот. Пойдемте, соответственно, поближе сюда посмотрим. В общем, 85 год в Японии, как и в России, везде, во всех вот этих классических машинах изобилие хрома. Очень много хрома, все молдинги, оправка фар, все вот это выглядит очень круто, классически, да? Вот прямо, если видите хром на автомобиле, значит это классика. Это 80-е, 70-е годы, ну, неважно. Единственное, что здесь отличает, ну, как бы не родное, это, естественно, диски. Ну, и здесь диски подобраны так, что спицы 80-й год, ну, сами поймете, да? Родное литье, естественно, найти очень тяжело. Все-таки машине 32 года, представляете, 32. Самое главное здесь, ну, внешний вид, да, тоже сразу видно, классические формы, квадратные, да, больше похожи на американские автомобили. Японцы, смотришь еще, которые старее, они вообще похожи больше на muscle car какие-то. Здесь же мы тоже наблюдаем эти квадратные, рубленые формы и изобилие хрома. Но самое главное здесь, я думаю, салон, но о нем пойдем попозже. Сначала пойдем посмотрим двигатель. Двигатель тоже, это классика тех годов, наверное, когда это было... Сейчас скажу даже, турбо время такое, знаете, когда всегда везде ставили турбо. Слово турбо вообще используется, когда очень круто. То есть в Европе это делали и в Японии, соответственно, тоже. Итак, поднимаем капот и наблюдаем вот что. Сразу бросается в глаза то, что здесь нет пневмоупоров. То есть в то время, может быть, уже их, ну, они были, но, видимо, не так используют. Здесь, соответственно, торсионные, которые все отлично, четко работает, жестко стоит. Что касается двигателя, пойди поближе сюда и посмотри, вот прямо сюда. Ты наблюдаешь слово, огромными буквами слово турбо. V6 Turbo 2000, то есть это мотор VG20 ET, не путать с DET. DET это более свежие моторы, там идет по 4 клапана на цилиндр, здесь стоит 2 клапана на цилиндр, одновальный. В общем, моторчик выдает 170 лошадиных сил. На что похоже? На тойотовский 1G GZE на Кроуне, который тоже создавался именно для этого. Кроун здесь такая же стоит. То есть у них такой, как бы, конкурентные машины, но у них никто не добавляет мощности где-то побольше, это вот так. То есть все по стандартам. Как будто вот такой был стандарт. 2-литровый, 170 лошадиных сил. Вот и все. Моторчик очень выносливый. Все очень надежно. Турбинка маленькая, дует, по-моему, 0,5 бара всего дует. Так как я не могу сказать, на скольки они развиваются, потому что тут нет тахометра, только спидометр. Ну, это все в зависимости от комплектации. Но комплектация
об этом вообще надо просто подробно рассказать. Но мотор очень надежный. Может быть, даже он еще и родной стоит, кстати говоря. Хозяин сам не знает, потому что мотор реально беспроблемный. Кушает, в принципе, 92-й бензин спокойно. Даже наш. А я не говорю про японский бензин. То есть все очень даже хорошо сделано. Компактно. Можно засунуть сюда и моторы побольше. Там УЗ можно запихать. Ну что угодно можно запихать сюда, по сути дела. Вот. У нас девочка фотографирует. Да? Да. Круто. Звезды? Все, звезды. Вот эти глазки, это тоже стиль вот 80-90-х годов. На Тойотах тоже такие штуки заметны. Это чтобы водитель видел в темноте свои габариты. То есть они светят на водителя, соответственно, направлены. Стояночные огни или как шильдики VIP. То есть это говорит вам о том, что вы VIP-персона в Японии, да, были. Тогда, когда у вас такой автомобиль, вы чувствовали себя VIP-персоной. Броукхам это, естественно, комплектация Glory. Gloria Броукхам. Еще Гран Туризма были, но это уже позже. Ну, естественно, медаль Ниссана. Типа гарантия качества. Это ниссановская тема. Ну и шильдики в турбо. Ну это турбо тема, да, вот. Все-таки это все прослеживается. Итак, ну пойдемте в салон. Присядем. Что мы видим в салоне, ребят? Опять-таки, садимся в салон, наблюдаем руль. Шильдик турбо. То есть вы, даже сядя в салон, знаете, что у вас есть турбо. Приборная панель, да? Все очень такое, ну, 80-е прямо, стрелочки такие аккуратно, они так, когда едете, они так дергаются, ну, вот как классика, да, трость, все на трассах такое, да, механическое, но в то же время очень много интересной электроники сделано. Здесь что мы наблюдаем еще? Кнопка аварийки, пожалуйста. Где вы такую найдете сейчас? Большие красные кнопки здесь нет. Тут все очень уютно, никаких бросающих цветов там и таких вещей здесь нет. Садитесь вот как к себе домой, вот сели в кресло, вот вы устроились на мягкий велюрчик, сели, вот перед телевизором включаете телевизор и смотрите, да, здесь примерно то же самое. То есть водитель себя чувствует очень комфортно. Круиз-контроль, датчик света, все это было в 85 году, ребят. То есть, да, тут многих вещей, конечно, от комплектации зависит, что может быть еще куча всего, тут может быть ночник такой, да, там всякие такие вещи. Ну, здесь нет, поэтому мы покажем, что есть здесь. Здесь тоже не бедная комплектация, скажу я вам. В общем, радио с эквалайзером, там всякое, с реверсом. Ну, то есть, все функционирует. Вот послушаем, давайте кассету. Круто, да? То есть, все это функционирует. То есть, найдите кассету, вставляйте, наслаждайтесь тем временем, да? Торпеда сама, это не пластик, ребят, это какой-то, даже что-то подобие кожи, такое очень мягкое, уютное, то есть все такое четенько. Дерево, не знаю, настоящее нет, но выглядит очень красиво. Климат-контроль, ребят. Климат-контроль, как на современном автомобиле. Вы выставляете здесь температуру, ставите режим авто, и он сам регулирует вам потоки воздуха, держит заданную температуру, которая здесь. То есть это очень-очень круто. Клюка здесь, да, такая тоже очень элегантная. Вы вот прям берете из нее, да, и все. Вот она такая очень хорошо лежит в руке, удобно. Хромир. Нет никаких кнопочек здесь, потому что все кнопки вот здесь. Вот Power Shift здесь. Здесь у нас подогрев заднего окна. Выдвижная антенна, которую тоже вам показывали, как она выдвигается. Часы. Ну, все очень большой такой кармашек, да, вот здесь, смотрите, сколько вот всякое можно дребедень. И, кстати, он с мягким таким, знаешь, что вы вот ехали, не слышали звук вот такого вот звука, чтобы у вас не было, чтобы он лежал и все мягенько, все тихо, уютно. Что касается сидений, то, как я уже говорил, вы сидите в кресле, да, то есть много всяких регулировок здесь, но самый прикол в том, что эти сидения у нас механические, то есть, ну, механические регулировки. Бардачочек тоже открывается с ключа, можно закрыть ключом, чтобы никто посторонний не мог залазить. Здесь еще бывают такие комплектации, можно купить такой типа полочка, она будет как стол. То есть можете сесть тут и пообедать. Получается так. Вот эти ручки, вот где вы сейчас в своей машине найдете такие ручки? Мягкие, вот прям взялись, как вот любое место беретесь и закрываете машину, надо искать ее, когда вы захлапываете дверь. Хромированные вот эти ручки, которые вы открываете дверь свою, да, то есть
Ну, естественно, я не буду говорить, что тут полный электропакет, но это глупо. Естественно, тут будет полный электропакет. Самое интересное здесь. Это сзади. Пойдемте назад. Так и так, смотрите. То есть, тут у нас подлокотник, удобнейшие сиденья. Тоже вот, как вот сели как на диван, реально. Вот даже смотрите, как где хром. Даже здесь на сиденье. Места достаточно, в принципе, да. Здесь у нас тоже, видимо, какие-то заглушечки. Я, честно, не знаю, что могло здесь быть, но здесь что-то тоже могло быть, да. Наверное, какое-то управление. Так, здесь у нас мы наблюдаем ионизатор воздуха и дефлекторы печки. То есть мы их открываем. Здесь у нас у каждого свой свет. То есть вот включили, выключили. То есть Магия. А? Магия. Магия, да. Классно. Но самый прикол здесь на чем? Смотрите сюда. Да. То есть я могу Назад. это сиденье целиком электро. То есть здесь главный пассажир сзади, не спереди, не водитель. Хотя водителю тоже, в принципе, удобно, но заднему пассажиру здесь будет, ну просто, ну, бывает, конечно, комплектации с раздельными сиденьями, где каждое сиденье регулируется, здесь оно целиковое, но все же, как в 85-м году вы садитесь, просто, да, вот у вас дальняя дорога, вы пододвинулись, спиночка, естественно, тоже наклоняется назад, вы так расслабляетесь и просто наслаждаетесь поездкой. Ну и разве это не круто, ребят? Ну серьезно, это вообще просто в 85-м году, блин. Смотрите сюда. Да, здесь у нас, естественно, такой боксик, тоже обшит каким-то таким бархатом, да, типа алькантары, может, тех годов. Вот. Здесь мы наблюдаем вот что. Повторяю еще раз, это 85-й год. Это 85-й год, да, 85-й. Здесь у нас управление... Дистанционное управление. Дистанционное управление радио, кондиционером. То есть я могу переключать радио, могу добавлять громкость там. Вот, сижу, могу и добавлять там, управлять. Всем, короче, да, вот, ну, то есть могу выключить вообще радио, сказать, все, тихо мне там. Хотя тогда телефонов-то не было, наверное, да, чтобы поговорить, но все равно, я хочу посидеть в тишине. Сделай потише, не надо говорить, сделай, пожалуйста, потише. Взял, нажал. То есть ты босс здесь. То есть здесь тот босс этого автомобиля, понимаете? Ну, насколько это все-таки круто, а? В 85-м, блин, году. Это просто крутяк. Еще есть такие приколы, вот как вот эта пепельница. Там вот, судья, можешь посмотреть. Вот вы ее открываете, вот, да, вот так, хоп. Вот, вы закурили, да? Темно. Что делаем? Нажали. А у вас такая маленькая лампочка здесь светит сюда, вот прямо сюда, чтобы вы видели, не промазали, где пепельница. Она очень тускло горит, в темноте ее видно, так, чтобы, чтобы вас ничего не напрягало. Весь прикол, что у вас сидите в этом автомобиле, вот это не как современный автомобиль, да, где такой пластик жесткий, все такое прямо норовит, такое грубое, да. Здесь вы садитесь в мягкий диван, все мягенькое, все такое, знаете, не броское, аккуратно, все так светится, ну так ненавязчиво, знаете, так, что вы не напрягались от каждого, знаете, лампочка красная, зеленая, такая, мягенькая такая, зелененькая, лампочка светит еле, что вы так сидели, наслаждались поездочкой. То есть это очень круто, ребят, серьезно. Блин, сейчас мы проедемся и еще все подробно, конечно, вам расскажу, как на ходу машина чувствуется. Итак, ребят, погнали. McKay Beats. Сели мы за руль, ребят. Как я уже говорил, мягкое кресло, чтобы управлять автомобилем. И так трогаемся. Все, блин, как все плавно. Не так, знаете, как на остальной машине, такой звук. Вот просто бесшумно. Чтобы ваши ушки расслабились. И так трогаемся. Включаем фары и едем. Насколько... Вот печку мы включили, потому что холодно уже на улице. Вот печку ставишь 32 градуса здесь, да, климат-контроль. Она так плавно раздувается. Потихонечку, да, ненавязчиво. Там прям начинает дуть, да, как вот на современных машинах. Все очень плавно. Садимся внутрь и понимаем, какая все-таки была крутая шумоизоляция в тех годах, да. Все просто, ну, машина, конечно, не в идеальном состоянии. Да, ну, это спору нет. 85-й год все-таки, да?
имейте это в виду. До идеала довести такую машину очень сложно, потому что на нее найти что-то сложно. Но шумка, вот вы едете, даже если у вас что-то с ходовой частью не так, вы этого как бы не сильно чувствуете. Все очень тихо, плавно, удобно. И это, блин, очень круто. Мы сейчас вот проедем, вот развернемся здесь. И я вам покажу всю суть. Мотор не слышно. То есть слышно здесь что? Как сейчас дует печка, по сути дела, да? И то она, знаете, не прям так прямо дует, да, как ветер, как торнадо. Она спокойненько, так ненавязчиво дует. Внутри я вот смотрел много всяких интересных информаций, ну, чтобы почитать информацию об этом автомобиле. Узнал, что бывает мультируль здесь. То есть кнопки на руле, вот здесь вот, да, чтобы управлять радио, да. Ну, то есть в 85-м, блин, году такое могло быть. Глория, бывает также еще и кузов тоже другой, то есть там бывают хардтопы, то есть без средней стойки. И двери, естественно, без, ну, окна без рамок, то есть, ну, хардтоп кузов. То есть вы открываете окна, у вас как будто кабриолет просто с крышей. Вот такого вида. А мультируль, там у них вот эта средняя часть, она не шевелится, она стоит прямо всегда, что вы вот нажимали, да, всегда удобно. А вот сам обод крутится, получается так. Вот. Круиз-контроль тут тоже работает, там просто, ну, сделано это как бы это умно. В 85-м году, представьте, круиз-контроль. Как сейчас скажешь, у меня в машине стоит круиз-контроль, скажешь, ну да, ничего особенного. А в 85-м году, представьте, скажешь бы, круиз-контроль. У нас в России слово такое, не знаю, что это такое, да? Сделано просто то, что ну, два просто тросика газа, один в какой-то момент зафиксируется, вас газ, и вы едете, просто не нажимая ни какие педали, едете прям по трассе в дальний путь, да? По обзорности, ну, зеркала, естественно, асферические вон то есть оно отдаляет немножко, но все равно обзорность хорошая. Вы едете очень удобно, плавно, мягко. Везете, так сказать, босса, который сидит у вас сзади, потому что я говорил, что заднее сиденье это будет топовое сиденье в этом автомобиле всегда. То есть задний левый пассажир, да, левый пассажир именно, будет топовый для вас. Вы должны его провести с максимальным комфортом. По ходовой части здесь сзади стоит мост, кстати говоря. Ну, в 85 году, да, мост. Ну, в этом ничего нет такого, по сути дела. Все просто надежно. Отличие там от того же прямого конкурента Кроуна, да, у нее нет рамы здесь, но она очень мягенькая, даже и без рамы она очень-очень плавная, мягкая. Вот мы едем 20 км в час по такой, с такими буераками, мы не чувствуем таких прямо жестких пробоев, едем спокойненько, то есть очень плавненько, мягенько. Огромный капот с этим прицелом на капоте, то есть значок самой Глории, да, прям вы должны целиться, вот как вы должны ехать, то есть вы именно управляете вот автомобилем. Вот не как сейчас нынешние машины, да, вот с пункта А в пункт Б вас доставили, да ладно. Здесь именно вы едете с наслаждением до места назначения. Приехали, машину поставили, потом после работы, после тяжелого рабочего дня сели и как дома. Уже как дома. Пока едете домой, вы уже чувствуете себя как дома. Заходите домой, вы... Ну, то есть настолько все удобно, что вас не напрягает никакая поездка. Вот в пробках вот сейчас даже стоять, да, сесть в такой машине, вы просто сядете, откинетесь вот так назад и сидите. То есть, ну, насколько все-таки было классно в то время, да, сделаны автомобили. Таких машин больше уже не делают, потому что это дорого, невыгодно. Кто будет их покупать, да? Вот, но как все-таки приятно ее управлять. И в нынешнее время смотришь, да, такие квадратные формы, а машина, в принципе, снаружи она в идеальнейшем состоянии. Все смотрят, думают, что за автомобиль. Выглядит очень круто. То есть, Кроун, он узнаваем, да, потому что, ну, Toyota, это Toyota, они все там Toyota, а тут как бы смотрят, блин, вроде не Кроун же, как бы непонятно, нет шильдиков, Nissan, ничего, сзади только на фарах Глория. Все, то есть кто сзади, это надо вам остановиться, посмотреть, или наоборот приблизиться и посмотреть, что это за автомобиль все-таки. И вы поймете, что это Глория. Я даже спутал. Спутал? Ну я говорю, вот, да, то есть все привыкли видеть такие автомобили Кроуны. Ну никак не думаю, что это Nissan, но, блин, все-таки какая крутая машина, которая с таким комфортом вас довезет. Да, возможно, тут есть вещи, которые там, ну, по нынешним меркам не очень удобны. Там, вот, например, та же вот лампочка поворотки, как бы, ну ладно, сейчас мы ее днем в солнце, да, ее плохо видно, что вы включили правый поворот, но ночью ее будет видно, она очень маленькая такая, непринужденная. Приборная панель, нет тахометра здесь, на некоторых комплектациях, конечно же, есть тахометр. Тут очень много комплектаций, настолько, что оснащение может быть целая куча, всякого разного, чего только не может быть.
То есть я уже говорю, мультируль. То есть в 85-м году, блин, мультируль, ребята. Управление, блин, радио на руле. То есть насколько японцы были далеко в этих всех делах тогда уже, да? Да, что просто, ну, даже нет слов от этого. 85-й год, 32 года машине, мы сидим, она заводится с полтычка, у нее, блин, работает выдвижная, блин, антенна, которую мы нажимаем, она вышла. И мы можем слушать кассеты, блин. Как это круто, даже неохота менять магнитолу. Да, зачем? Просто, чтобы была классика. И это правильно. Что, если вот вы купили такую машину, да, и поставите сюда, блин, какой-нибудь Alpine будет, ну, блин, нафига, да? Это все испортит всю классику. Конечно, сложно найти кассету, сейчас записывать кассеты, блин, ну, все-таки это же как приятно, ты же максимум модулятор. Да, модулятор, погружаешься в ту атмосферу. Блин, как все это все-таки круто. Вот мы едем, да, вообще дорога просто убитая, но мы едем на мягких диванах, на мягких креслах, как дома сидим, вот я вот положил руку на руль, никуда не тороплюсь, еду и наслаждаюсь. Ну просто, блин, как это, все-таки прямо хочу погрузиться в то время, когда вот ты, водитель, возишь какого-нибудь чина на таких машинах. Это вам не управлять крузером, да, не управлять каким-нибудь, сейчас, не знаю, Мерседесом. Ну, нынешних, естественно, я говорю. Сидишь в такой старом автомобиле, на тебя все смотрят, обращают внимание, думаю, что за машина, да? И такой едешь довольный, прямо вот с улыбкой, наслаждаешься ездой, все-таки круто. И прикол в том, что здесь же турбо, мы можем надавить, навалить. Вот сейчас попробуем надавить в пол. Как она непринужденно набирает. О. Крутяк, да? Тихо, плавно разгоняемся. Уходим вдаль. То есть на трассе вы тоже не будете ехать там 40 на час там, и думать, блин, меня все обгоняют. Вы можете надавить на педальку и спокойно навалить. Все-таки это круто. Надо бы нам сейчас доехать до куда-нибудь и вот развернуться. Вот, например, вот Почта России, вот нарушает правила. Ехала по левому ряду, должна ехать налево, она едет прямо. Но я ее пропущу, я не буду ругаться ни с кем, потому что я чувствую себя удобно, уютно, такая мироутворяющая обстановка у меня. Я сижу и наслаждаюсь. Это круто. Да, надо было. Ну ладно. Сейчас тут просто развернемся и поедем просто обратно. То есть вот все вот сейчас нынешние машины едут, да, такие, все напряженные, злые, а я сижу и улыбаюсь. Потому что я, блин, сижу в очень удобном автомобиле. Ну прям ничего меня не напрягает. Все мягко, удобно. Блин, а? Как круто в то время было ездить на машинах, да? Не то, что в нынешних. Все пластиковое, вы бьетесь, все звуки создают. Здесь вообще вот ни единого звука в салоне. В 85-м году, машине 32 года, она ездила даже по нашим дорогам, да, вообще по российским дорогам, да, столько времени. И салон вообще не скрипит. Никакого звука скрипа нету. Вот мы едем вообще по убитой дороге. Да, там сзади немножко подвеска, ну, чуть-чуть разбила. Ну, это даже не мешает, в принципе, нам ездить. Мы едем и наслаждаемся. Можно включить музыку, но просто YouTube наш с дорогой начнет авторские права выдвигать, мы не будем. А так включил музыку и пошел вдаль. Едешь, наслаждайся. Блин, как все-таки круто. Сейчас мы развернемся. Вот ничего не напрягает меня. Просто едешь, улыбаешься, наслаждаешься. Вот, кстати, пропустят ли меня люди, смотря на такой автомобиль? Как думаешь? Скажут, вау. Будут показывать большие пальцы вверх? Нет. Я думаю, некоторые все-таки. Кто ценит, кто понимает, те будут. Да? Ты такой злой? Ты должен сидеть. Я кайфую, мне похуй. Руль вообще пальчиком крутится. Блин, а вот солнышко светит, так хоп, козырек опустили. И вас уже ничего не мешает. Вам уже ничего не мешает. Вы едете и наслаждаетесь. Дорога вообще вот, ну, блин, убитая просто к чертям. А я улыбаюсь, понимаете? Потому что я еду с комфортом. Я еду в мягком кресле, откидываюсь назад, и все, вот я пошел. Даже я никогда удобно в жизни не снимал. Да, вообще, да, вот настолько все удобно. Вот ты чувствуешь себя как дома, серьезно. Тебе тепло, уютно, сидишь и едешь. Тебя ничего не напрягает. Не то, что в нынешних машинах все-таки. Вот какое все-таки, хотя должно быть наоборот, да, вот вроде в те года сделали такой уют, да, в наши даже еще уютнее сделать, потому что стало все по-другому, да, ну, как бы, может, работать стало сложнее, не знаю, ну, все по-другому. А
машина делает так, что вы тоже напрягаетесь. Вы на работе устали, напрягаетесь, сели в машину, напрягаетесь. Сидите в пробках, вы напрягаетесь. А я вот стою в пробке и не напрягаюсь. Мне удобно, мягко, классно. Я вот просто еду. Автомат, коробка, блин, переключает четенько. Вот, пожалуйста, конкурент, Crown. 131, ну это, да, чуть посвежее, еще постарее, 121, там вот, это ее вот конкурент этой машины. То есть у него узнаваемый дизайн, все знают, что это Crown. А вот на эту машину смотрят, и вот, люди проезжают, смотрят, так, знаете, прищуриваются, что это за машина. Никто не знает. Нету никаких шильдов спереди. V-турбо, автомобиль V-турбо. Кто знает там, ну, кто... Может, у кого-то такая машина и была в какие 2000-е года, там, например, да? Начало 2000-х, конец 90-х. В те года он, наверное, вообще казался, блин, самолетом. Ну, просто самолет. Космический корабль. Блин, у вас сзади сиденье двигается электро, блин. Представляешь, в то время, какой вы были крутой, если у вас была такая вещь. Когда все ездили на «Жигулях», на «Москвичах», там, переключали свои передачи, ехали, руль тугой, все тугое, доезжали домой, с работы домой, да, и все, и слава богу, что приехали. Ну, в то время даже этому радовались. А представляете, если бы, блин, вот на такой машине бы мы ездили? Какие мы были бы все добрые. Поэтому, наверное, все такие злые сейчас. Да? Как думаешь? Да, наверное. Ну, блин, а? Вот у меня нет слов. Просто едешь, классно. Вот, наверное, одна проблема, можем уснуть, наверное, за рулем, да? От того, что ты так удобно сидишь. Мягко. Нет. Думаешь, нет? Что так? Ну, не знаю, едешь так. Везешь важного человека. Ну да. Вот мы сейчас убавим климат-контроль чуть-чуть. Поставим 25 градусов, поставим авторежим. И все, сейчас он будет нам перераспределять поток куда надо нам. Вот он начинает тут сильнее дуть. Тут он думает, что тут холоднее. В ноги, вот я чувствую, пошла более теплая. Представляете, блин, климат-контроль. И вот я вот, кстати, не знаю, почему у японцев такая хрень. Да вот я открываю двери, да, все. Вот сейчас посмотри. Честно, видимо, какой-то был стандарт безопасности, может быть. Но вот набираешь 20 км в час, они закрываются. У многих машин таких японских есть такая вещь, да? Зачем она нужна? Непонятно. И самый прикол, почему они... Понятно. Зачем? Безопасность, чтобы ты не вывалился. Ну ты же ручку-то же дергать не будешь. Ты ребенок. Ну самый прикол в том, что почему не сделали, когда ты останавливаешь, ставишь парковку, почему они не обратно... Вот, закрылись. Почему они обратно не открываются? Вот, видите, он напрягается там, дует, да? Орет, а я еду в тишине, в уюте. Блин, круто. Хотя я могу тоже так сделать. Ух, какая была большая ямина. Вы просто плывете. Просто плывете. Даже по такой убитой дороге. Я не представляю, если ехать по японским прямым дорогам, да, и делать такие комфортные машины. Если в наших российских условиях она такая комфортная. Представляете, по ровному асфальту. Какая она, блин, комфортная. Ничего не слышите, вы слышите только радио, и все. Да, мотор, если его раскручивать, его, да, слышно, но V-образно, шестерка звучит хорошо. Это нерядное. V-образно он рычит. Ну, чтобы вы показали, что у вас есть мощность. Чтобы, ну, окружающим показать, что у тебя есть мощность. Пускай она старая машина, но у тебя есть она. И это прикольно. Блин, а? Электрозеркала, блин. Вот такой джойстик сделать, да, это как, блин, Дэнди, ё-моё. Сделать вот такие вот управления зеркалами. Как это круто. Все включается очень мягко. Вот. Вообще нет такого щелчка, никакого кнопки, да, что вы включили. Вот. Все так нажали, выключили, включили, выключили. Мягко, удобно, плавно. Включаем радио. Нет, радио мы не послушаем, включаем кассету. Все. Да, я думаю, авторских прав не было. Думаешь, нету? Надеюсь, что нету. Тогда не будет слышать, что я буду говорить. Блин, а? Идеально подходит для русского шансона. Ты думаешь? Типа успешный человек, да? Ну да, типа. Важный, успешный. Да. Вальяжный, спокойный. Все в жизни сделал, деньги есть, просто катаешься. 90 бабки поднял. Да, может быть, да. Едешь и наслаждаешься. Не, ну все-таки круто же это. Вот даже смотри, вот эта штука показывает
может, ну, не надо переворачивать вам кассету. Тут есть автореверс, нажимаете, и у вас, соответственно, кассета типа перевернется. А в наших магнитолах, помните, там все вот это переворачивание, вставление, вот это все. Ну вот, лишнее вот это, знаете, напряжение. Тут вас ничего не должно напрягать на автомобиле. Вот я перестраиваюсь. Посмотрим, меня пропустит крузер. Он понимает вообще, сколько важные автомобили еду? Нет, он не понимает, понимаете? Он не ценит такие машины, он не знает. А мне так же комфортно, как ему. Вот единственная проблема этих машин, что на них сейчас тяжело что-то найти в плане запчастей. Ну, запчасти там по ходовой, по всякой такой-то, в принципе, можно найти, да? А вот мелкие кузовные вещи, вот хозяин говорит, вот эти глазки, которые стоят на капоте, да, он очень долго искал. Родные брызговики, там, ну, вот все вот такие мелочи, да, какие-то пластмассовые штучки, да, вот эти какие-то. Найти очень сложно. То есть заказать их можно, но не факт, что вы вообще их найдете даже. Единственное, вот, да, в эксплуатации в нынешнее время ее сложно эксплуатировать в том плане, что она старая. Она уже старая, и запчасти найти тяжело. Ее надо ставить, знаете, как музейный экспонат, вот, как второй автомобиль для души. Вот вы в рабочий... Нет, я бы, знаете, даже не для души сделал. Я бы ездил бы на нем на работу, не напрягаясь. Чтобы после работы уставший сел и не напрягаешься, едешь домой. А выходные, да, там, ездить на другой машине. А в рабочие дни выехали, с работы домой ездить на ней и ну, на работу. Круто. Непередаваемо. Надо бы на трассу все-таки выйти на ней, попробовать ее в деле. Нет. Думаешь, нет? Да. Не дойду. Ну, все-таки прикольно сделано. Вот эти японцы очень сильно продумали вот эти глазки, чтобы вы чувствовали габариты машины и вот этот прицел. Вы точно знаете, где у вас конец капота. Вы целитесь в середину машины, здесь, чтобы вы четко знали свою полосу. Водитель, чтобы четко вез своего важного пассажира. Тебе надо сами посидеть. Да, мы сейчас встанем и сделаем итог. Да. Итак, что скажем в итоге, ребят? Автомобиль бабушка Глория, как я уже Grand Mother Глория, нам сейчас вот написать надо, шильдик такой сделать. Но в то время она молодая, удобная, мягкая. Вот серьезно, может ли бабушка Глория, ты когда приходишь, бабушки думают, тебя же там кормят, удобно, тебе хорошо тогда все время, там пирожки тебе, да, все что-нибудь, уютно. Вот это то же самое здесь. Дома тоже так же уютно, у бабушки также уютно. Сейчас она бабушка, и вы не хотите уходить, вы хотите не постоянно находиться, хотите в ней жить, ездить, постоянно куда-то ехать. Вот если был такой автомобиль, вы все равно хотели куда-нибудь поехать. Неважно, пробки, час-пик, ничего вам не мешало. Вы просто поехали и наслаждались. Такие машины больше не делают, ребят, так что ставьте лайк автомобилю, подписывайтесь на мой канал. И все, ребят, всем пока.